центральный автовокзал Владикавказа. Ежедневно отсюда отъезжают десятки рейсов в города, равнинные и горные поселки республики. А ведь даже в самом маленьком селении есть на что посмотреть. Двое ведущих готовы отправиться в путешествие. Цель простая – узнать как можно больше интересного и не опоздать на вечерний рейс. Новые места, новые люди, новые истории и новые впечатления. Вокзал для двоих. Поехали! Алло. Алина, ты где? Где? На море я. На Мальдивах. Да. Да, я вижу твой пляж, посмотри. Вот я на мосту, давай уже, переходи ко мне. Я к тебе иду. Куда? Какой мост? Ладно, сейчас поднимусь. Есть узбеки, о которых я очень часто говорю. Они разговаривают на астинском? Да, прям? они пошли на изучение астинского языка. Что-то я думала, откуда-то я вас знаю. Мы что, земляки? Придет конец судьбе убогой, и воспрянет лаба языков. Я верю, что дойдут до Бога молитвы наших земляков. Да. На море побывать не удалось, а вот приехать и познакомиться с соседней республикой входит в наши планы. Конечно, по первым кадрам сразу и не поймешь, где мы с Алиной оказались, поэтому не будем томить. Так вот, в Карачаево-Черкесской республике расположилось единственное астинское поселение имени Коста Хитагурова. Перелистывая страницы истории, можно узнать, что осетины-горцы всегда страдали от безземелья, что и послужило поводом для того, чтобы перебраться на территорию нынешней Карачаево-Черкесии, где было много пустовавших мест. На месте будущего села в 1869 году побывала группа осетин-горцев во главе с офицером царской армии, подпоручиком Леваном Хитагуровым, отцом будущего поэта Коста. Вернувшись, члены делегации вместе с местными властями начали агитировать земляков на переселение. И летом 1870 года начался переезд на левый берег реки Кубани, в окрестности средневекового Шуанинского храма. Первое время село в официальных документах называли Шуанинским, так как рядом находилась гора Шуана, а с 1879 и до 1939 года называлась Георгиевско-Осетинская. В XIX веке вереница из 150 семей добиралась сюда почти 3 месяца. Представляете? А теперь этот путь на машине составляет 5-6 часов. При царе Александре II первыми жителями села стали более 850 человек. Как их потомки сохраняют свои традиции и обычаи в многонациональной республике, мы попытаемся сегодня узнать. Руслан, я действительно вот иду и не могу насладиться красотой, которая окружает меня сейчас. Это просто удивительно. Аналогично, у меня те же эмоции. Вот сюда посмотри, красота, туда красота, здесь красота, кругом просто невероятная красота. А это гора. Волшебно, просто волшебно. А посмотри, здесь надпись «Шуанинский храм». Знаешь, что это такое? Нет. Это одна из самых главных достопримечательностей вообще Лабы и всего вот этого поселения и всех этих мест. А мы можем туда пойти? Конечно. Пойдем, пожалуйста. Но еще один сюрприз, посмотри. Прямо вот у подножия этой горы стоит святое место. Надо же, это в Лабе прям. Это говорит о том, что осетины придерживаются древних верований. Традиции и почитают, да, нашу культуру. И я, как осетин, не могу просто так мимо пройти этого святого Я места. тебя понимаю, пойдем. Великий Уаштырджи встречает всех путников. По мне, так необычно видеть осетинскую святыню вне Осетии.
я постою здесь и подожду его. И вообще хочу вам сказать, что на территории Лабы есть женщина, которая варит осетинское пиво. Меня, конечно же, она заинтересовала. И сейчас мы напросимся в гости и посмотрим, как же происходит этот процесс. Потому что в скором времени здесь будет праздник. И это пиво готовится непосредственно туда. Вообще, что нас привело на эти земли? Интерес был вызван изначально тем, что в Северной Осетии село имени Костахи Тагурова нередко ставят в пример, потому что его жители сохранили свои традиции и культуру в первоначальном виде. По праздникам устраивают мероприятия, где пекут осетинские пироги с сыром, приносят в жертву животных и варят пиво по старинному рецепту. Вот и Галина. Здравствуйте. Добрый день, Забахут. Здравствуйте. Это что-то, да? Да, спасибо, хорошо, мы добрались к вам. Все хорошо, налегке прям. Да? Красивые места у вас. Да, мы вот идем и наслаждаемся. Бесподобные места, бесподобные. С той стороны посмотришь один вид, с этой стороны туда посмотришь другой вид. Но мы к вам пришли с другой целью. Ну? Оказывается, вы варите вкусное осетинское пиво. И мы бы хотели посмотреть процесс. Пытаюсь. Ну, заходите. Да. Заходите. Спасибо большое. Сейчас мы познакомим вас с процессом пивоварения. Работа эта трудоемкая и требует много времени. Так, ну на данный момент вас интересует, наверное, то, что я сейчас делаю, да? Да. Во-первых, эта технология, она очень старинная. Вы знаете, что испокон веков наши предки это пиво варили. Знаете? Легенда известная. Да. И вот пиво, получилось так, что в субботу у нас фамильный праздник. И вот решила приготовить. Хотя можно было купить пиво, но решила все, что... Это большая редкость, вы знаете, да, сейчас. но я никогда своего покровителя своей фамилии не обижаю. Всегда мы варим пиво свое, собственное. Можете показать? Да, вот. Я его еще все процедила. А можно я поучаствую? Потому что я никогда не варила осетинское пиво. А как вы понимаете, что уже дошло до этого? Когда Руслана окутал дым, я сразу представила себе картину, где благородный напиток кипел в огромном чане и покрывался белой пеной. Руки шатаны, это героиня осетинского национального эпоса «Сказание о нартах», помешивали благоухающий напиток нартов. Но я далеко не шатана, а вот процесс мне явно приносит удовольствие. Сейчас что мы сделали? Положили хмель, теперь проварится, будет вариться. И в конце варки опять процеживаем, чтобы вот эта хмель ушла. И потом уже, когда остынет, оно оставляем, тогда уже оно начинает бродить. Ну, еще несколько дней, да? Да. То есть ты понимаешь, да, что сегодня мы осетинское пиво не попробуем, потому что еще несколько дней нужно, поэтому придется пробовать кое-что другое. Да. Так как пиво за один день не сваришь, мы решили продолжить свой путь дальше, дабы не тратить свое драгоценное время. А всем желающим испить этот напиток, приготовленный руками Галины Ивановны, добро пожаловать в Лабу. И, кстати, не только вкусное пиво варит наша героиня. Так. Если вас мучает жажда, и вы не дождались осетинского пива, вас спасет лабинский малиновый компот от Галины. На здоровье. Небольшие улочки вроде бы ничем не примечательны, но так как мы в поисках новых знакомств и информации решили заглянуть к хозяину вот этого каменного забора и не прогадали. Нас встретил Казбек Бараков, который с удовольствием согласился познакомить нас со своими односельчанами и некоторыми традициями. А вот эта улица, как она называется? Эта улица называется именем Кирихан Баскаева. Во время Великой Отечественной войны он был кавалеристом. У него много подвигов. Вот в честь него назвали улицу. Он был представлен в звании Героя Советского Союза. Проживал вот на этом участке, вот за этим домом. У них старый дом даже сохранился.
Вот такая улица в честь него. В селе все улицы, большинство названы. Это улица Костахи Табурова, параллельно идет Героя Калоева улица. Такие именитые, да. С левой стороны улица Аксо Кольева, тоже знаменитый человек. Конечно. Дальше Герои Советского Союза, опять же Козаева, еще параллельно идет Героя Бутаева. Вот так вот надо. Это все жители. Это все выходцы из этого села. А вообще говорят, что Лаба занесена в книгу рекордов Гиннесса, даже? Да. А почему? России. Вот именно по численности населения 3333 человека сейчас проживает в ЧР. И среди них 3 героя Советского Союза у нас. Вот так вот. Так, в приятной беседе мы дошли до соседней улицы, где намечалось мероприятие. Как рассказал Казбек, у каждой фамилии есть свои праздники, посвященные покровителю рода. Их отмечают спустя определенное количество дней после Пасхи или Нового года. Обычно по этим датам все в селе ходят друг к другу в гости. И сегодня мы идем к Дзанаевым. Эти традиции, они больше сохранились. Почему сохранились? Потому что когда человек уезжает в другое место, у него остается больше стремления не забывать свою родину, и вот это сохранилось. Да. Я вам один случай расскажу. Вот в НАР поехали в честь столетия, и когда мы приехали туда, 3 родственников моих и, в общем, 3 полковника. И мы пошли в НАР, поднялись, там Джанаевский этот домик есть, и эти руины, вот эти сакли. И когда мы туда приехали, этот мужик начал эти камни на коленях сел и начал целовать эти камни. И прошло год, и я когда 2 раз поехал, обратно возвращался, и вот это стихотворение я придумал. Сами? Сами, да. Ой, я бы хотела послушать. Почитаю, пускай тоже. Прочитайте, очень интересно. Прости мне жуткие руины, разбитых саклей жалкий вид. Мы все, наверное, повинны, что древний НАР наш позабыт. Кругом налево и направо, как бы остатки пирамид. Подъемлясь к небу величавая коста из-за горы глядит. Что там глядит он в горы, и что там памятник. Это сочетание. И далее НАР наш величавый, туманно-сизо-голубой, пугает чудной красотой. Придет конец судьбе убогой, воспрянет лаба языков. Я верю, что дойдут до Бога молитвы наших земляков. Да, отлично. И почему это в голову зашло, что вот увидеть вот этого мужика, когда он целовал эти камни, он давно не был там в НАРе. И впечатление такое было. Там женщины, которые вот когда читали, впереди сидели женщины, они заплакали аж. Да вы что? Да. Ну, это трогательно, конечно. Дом моих родителей, здесь мой брат живет. Поэтому мы не забываем свои родные места. Вы очень много ездите. Я вас благодарю, что вы не забываете вот эти точки, где жизнь как будто уходит в прошлое. Не надо забывать свое прошлое, надо всегда. И я очень вами очень горд, что вы таким делом занимаетесь. Спасибо большое. Спасибо. По традиции празднование начинается с тостов, обращенных к Всевышнему с чашей в руках, где находится ранее упомянутое осетинское пиво. Пока наши старшие сидели за столом, мы решили познакомиться с членами семьи, а именно с невесткой этого дома. Оказывается, Светлана любит заниматься домашним хозяйством и угощать домочадцев и гостей сыром собственного приготовления. Здесь столько видов? Это я делаю обычно коровьего молока со своего подворья. Конечно, у них особый уход, кормление, рацион питания. И я делаю сыр. Вот это называется чечил.
Все я это делаю сама с обычного коровьего молока. Да, Какая я вы учусь, умница. как бы, хотя я городская была всю жизнь, но пришло такое время, как бы я получаю от этого занятия удовольствие. Вот вы каждое утро встаете и доите корову, да? Да, я встаю 4:30, в 5 утра, дою коров, получаю огромный заряд, энергию, бодрости. Мне очень Это вы нравится. сейчас от души говорите? Честно, да. У нас не было коров, как бы, у нас было 2 коровы. Сейчас в нашем поголовье 14. Еще хочу ферму, как бы, несмотря на то, что я городская. Да, я получаю огромное удовольствие. Ну что, пробуем? Так. Ребят, ну это действительно вкусно. Молодец. Я горжусь вами. Но это не единственное увлечение невестки. Светлана уверена, что для счастья коровы нужно намного больше, чем просто ее кормить, давать чистую воду и вовремя доить. Оказывается, ее коровы неравнодушны к классической музыке. Каждое утро Светлана устраивает домашний концерт. По ее мнению, таким образом корова будет давать больше молока лучшего качества. Видимо, поэтому ее сыр такой вкусный. Но это не все. Этот дом полон неожиданностей. Светлана с удовольствием разместила во дворе старинные предметы быта, оставшиеся от предков. Таким образом, семья Дзанаевых трепетно хранит память о них. Детишки, кто знает, что вот это такое? Давайте, начнем с вас. Рассказывайте, что это? Это прибор, где мешают масло. Так, откуда вы знали? Вам что, рассказали уже? Даже я не знал, она знает. Какая ты молодец. Это мама говорит мама. Так, молодцы, хорошо. Дальше. А вот это что? Это светильник, который зажигают и несут с собой, чтобы видеть, что окружает их. Так, умница. Так, следующий вопрос. А вот это что? Это утюг, который нагревают на плите и потом гладят. Дети ваши все знают, надо же. А вот это что? Это ваза. Ваза? А там что-нибудь наливали? Там набирают воду. Да? И молоко, может быть, да? Для обустройства поселения в былые времена выдавали незначительную сумму денег переселенцам. Первое время им приходилось жить в землянках, потому что обещанные царской властью подъемные выплаты в 20 рублей должны были поступить только через 2 года. Люди занимались земледелием и животноводством. Трудолюбивые сельчане начинали строить себе дома на новом месте вместо своих землянок. Некоторые содержали скотину, и со временем их доход увеличивался, и уже могли себе строить красивые дома. Село начало процветать. Позднее на некоторых домах появились жестяные крыши, которые сверкали при лучах солнца, что в те времена считалось признаком зажиточности. Из-за таких сверкающих крыш даже в народе говорили, что это вторая Москва. Спасибо, что приехали, еще много. Конечно, не хотелось покидать уютный дом Дзанаевых. Эти замечательные люди в очередной раз доказали, что кавказское гостеприимство – это неписанный закон, и каждого гостя встречают с открытой душой. Это средняя общеобразовательная школа имени Костахи Тагурова. Осетинский язык сложен звуками, которых нет в русском, и поэтому его сложнее изучать, рассказывает нам единственный в школе педагог с дипломом учителя осетинского языка и литературы Дзанаева Баракова Людмила. Вместе с ней эти предметы преподает коллега, прошедшая специальные курсы. А вот сейчас мы находимся на территории Лабинской среднеобразовательной школы, если можно так сказать. Наша школа официально вообще называется МКО СОЖ села Костах-Тагурова, или попроще можно сказать Костах-Тагуровская средняя школа, чтобы... А Лабинской мы называемся, по идее, можно сказать, нас в Осетии больше называют Лаба, в Северной Осетии. То есть это просто разговорное так, да? Да, чисто Лабинцы? разговорное, да. Официально никогда наше село не называлось Лаба.
Это по какой причине я вам объясню. Когда изначально жители нашего села переселялись, им выделили земли по берегу реки Лаба в Краснодарском крае. И оттуда так и пошло. Они уехали в Лаба. Место им не понравилось, были одни поля, а остины, видно, привыкли жить в горах, тем более в основном Нарское ущелье же выехало. И пошли дальше искать горы. Вот они это место и выбрали. Из гор выехали и вернулись в горы. И также их заинтересовал, наверное, мы так думаем, что храм, который находится на этой горе. Это очень шикарный храм, честно говоря. Да, все-таки он, наверное, дал тоже повод, чтобы они остановились именно в этом месте. Исторически близок. Да, а изначально наше село называлось в простонародье Остиновка. Официально село имени Куста Хитагурова. Сколько на сегодняшний день у вас здесь учеников? В общем, по школе где-то 260, может, 5, где-то так, 260. А среди них осетиноговорящих сколько? Остиноговорящих, если вы будете считать чисто остинское, речь, с этим у нас есть проблема, конечно. Остины, наверное, где-то у нас половина. И хочу сказать, у нас стихотворения на остинцам говорят не только остины, но есть и другие нации, которые заинтересованы. Допустим, есть узбеки, о которых я очень часто говорю. Они разговаривают на остинском? Да, они пошли на изучение остинского языка. Есть у нас такие два брата, Артур и Коля Сатымбаевы, которые, приехали по семейным обстоятельствам, наверное, с родителями и пожелали изучать остинский язык. Молодцы, похвально. Да, у старшего это очень даже хорошо получается. И, мальчики старательные, очень воспитанные, порядочные. А скажите, учебниками вас кто обеспечивает? С учебниками нас обеспечивает Министерство Северной Осетии. Благодарность хочу сказать Аслану Цуцееву, министру по национальностям, который должное внимание уделяет. Кстати, последний раз партию учебников он нам передавал. Мы думаем еще раз обратиться к нему с этой просьбой. Узнав, что в Коста Хитагурова приехала съемочная группа из Северной Осетии, Руслан Нартиков попросил посетить и его дом, так как любой человек из Осетии для него как родной. Алина, а здесь дом лабинского старожила, моего тезки Руслана. Все наши программы знают. Здравствуйте, Забахут. بيرا خورجين تمام كود بانتشا يوصارفون برا كانت دوان واشتري دوان تمام دمايره ما هي كفيري اصلا سمسل ويواز يا دون مخلك كان تستوي داخلي ما نواز Разум мам раздыр сардам женуди и вихождар. كدودي يرمن خشتي تري يفتام خور نودي خور ماك عسقوي بيرا مالي 47 яз. Хашт кваси, и вот еще природа наказала 46 яз все союзные засуха. Уже что ли путтерна. Хорней мы عسقوي دربيرة тамал. Ома хормагы? Хормагы. Хорней вaqt тикардагы сортишта. Сахтарына уйдав титкардаш ташпас. Вот он это и настроение хабарташта. Руслан, Разурутнан, Сарсади, 43. Село было построено по умному плану. Все дороги выходили к одной площади. Константин Бараков в то время стал главой села. Сделал планировку по типу казачьих станиц с ровными улицами, пересекавшимися в центре, где расположилась главная площадь. Кто из какого села приехал сюда, по этому принципу и называли эти районы, в которых они обосновывались. Например, «Я с Ордона» или «Пойдем сходим в Моздок». Я горжусь тем, что я родился осетином. Конечно, это в обществе не культурно говорит. Ироника и рагртан авто юмеже вужнигдам хсавы. Салам ребятам на кавбашта хиштартай номей шилгой макте каштартrumей забах кдуаир и вот махтар забах узштама. Ир хорзинад махтар
يا خيبتي ما يخرجنا تخشندار كنت كانوي يوصارفن. А это послание наш герой просил передать главе Республики Северная Осетия Алания как истинный патриот своего народа. عارفين كلام نوخي ساون من ياسيتي لي بدون كانال كشارشتا ويتخي يسرم بون بيرود تنغوار خيمراشتا وجاور ما يفارسي كشكي تسونو فلا سوار خشن تازنو اما يا ايران ترسا قادمه فارديمه سينما ولا خيشيمه انوشتم كنت فخشا من بيرد خورزينه تما كنت بانتشا إيري خشار الخاصة ما قرزك نيتشوا يا نال فارس صادم تي ودوني ما قدر كنا ويا إرادم ويا تنفند أركي فنقل درز كارزن كدوا ويا فندي يما يسرم بون بيرود جيل رايون تلقاوتل يري أردم لا بمرسوي ناقو ما يويدرز نفيروخي ما نوجدر أرخا يا رازي ما يفل در كنت بانتشا يوصار في باروار كده دواشترجي لا بين ومين سلام ربيتم يا فانت يا اخي بس وزا خستراستا ودوليك اخي كنت بافتوي خورجي يوصار في باروار كده نخساو بمينا بارواشترجي يا سرم بون بيرود وارجا مين مايا مي ما ان الارزي انا نيزي نعد باروار كده تخساو. Как мы приятно посидели с такими хорошими людьми. Такое приятное впечатление осталось от них. Такие гостеприимные, теплые, такие добрые. Кстати, помнишь, я тебе говорил, что у меня есть для тебя сюрприз? Да. Так вот он сейчас и произойдет. Ты вот прям по левую руку от меня, здесь живет тоже наш земляк, который держит лошадей. Да. И на них мы покатаемся. Нет, Руслан, я не готова. Подожди. Но я не готова, я тебе Здесь говорю. Я не люди. могу. Нельзя я при этих людях. Лошадей. Но, Нельзя, Руслан, зачем? Они нервничают, лошади нервничают. Чтобы они нервничали, надо подойти Я тоже и прокатиться. нервничаю сейчас. Я не могу поехать Он на на нас лошади. строго смотрит. Не, улыбайся. Я не буду. Будешь. Иди и скачи. Руслан, ты знаешь, спасибо тебе, конечно, за эту замечательную прогулку. Помимо фамильных и национальных праздников, с особым размахом и почтением отмечают в селе и День Святого Георгия 6 мая. Кстати, на большие праздники приезжают сюда гости из Южной и Северной Осетии. В октябре собираются на празднование Дня села и не пропускают сельчане день рождения писателя Костахи Тагурова. Просто невозможно рассказать про село имени Костахи Тагурова, не упомянув самого Коста Ливановича, сына основателя села, осетинского поэта, драматурга, публициста, революционера, живописца и основоположника осетинской литературы. Когда его отец Ливан переехал сюда, Коста было всего 11 лет. Он провел здесь некоторое время своей юности. В 1891 году Костахи Тагурову запретили проживать во Владикавказе и Владикавказском округе. Полиция определила местом его первой ссылки селение Георгиевско-Остинское. Как известно, у Коста был верный друг Ислам Крымшамхалов, видный просветитель Карачая, художник, общественный деятель и создатель национальной азбуки. Тяжело заболев, Коста Ливанович завершил свой жизненный путь в Лабе в 1906 году. До сих пор Коста является связующим звеном Лабы и Осетии, так как его жизнь была привязана к двум землям – там, где родился и где провел свое детство. Одно из любимых мест Коста был Аланский Шуанинский храм. Именно сюда часто поднимался Коста посидеть на камне. По словам местных жителей, он здесь писал свои стихи, либо же молча смотрел на мирное поселение с высоты птиц.
Как знаток родного края, Галина Ивановна вновь присоединилась к нам по дороге в Шуанинский храм. Как оказалось, очень кстати. Вообще, по поверьям, очень много легенд существует, связанных с этим храмом нашим. И с горой, и с храмом. Что здесь был первоначально, жил князь со своей семьей, со всем его окружением, с войском, с воинами своими. Аланский князь, да? Да. И вот когда какая-нибудь опасность, вы обратили, наверное, внимание на то, когда поднимались, что очень круто оборванные скалы. Да, кстати, да. Да, и только вот с этой стороны есть подход к этому храму, к этому месту, к горе. И вот во время опасности все население поднималось на вершину горы. Сначала на первую площадку, а если очень уже опасно было, то поднимались на самую вершину. И там пережидали вот эти все бои, вот это все сражения, все. Это же западная Алания, да, считается? Да. А вот на той вершине, потом вы ее снимете, эту вершину, там у них все было предусмотрено. Там был вырыт колодец, там стояла часовня. Вот на первой, это вот первая подошва, на второй вот сюда, вот если на гору поднимаешься, обходишь ее, и там вот в одном месте, вот прямо в скале, тоже пещера такая, к ней можно подойти. А в пещере вот такой вот как бы как чаша выдолбленная чаша, и туда сверху вот с этого колодца капает вода. Ничего себе! Капает. А что вот это за место? А вот эти места, это были уже потом, через время, через века, это здесь жили монахи. Монахи потом. Кельи. Да, кельи у них были здесь. И вот все трапезные, все здесь было у них. Они здесь жили. Ну, конечно, все время ходили туда, молились. У меня где-то и фотографии есть старой. Шуанинский храм. Наследие древней Алании. Один из старейших следов христианства на территории современной России. В храме прослеживается византийская архитектурная традиция строительства. Представляет собой купольный храм в виде креста. Но самое интересное, лаба отсюда видна, как на ладони. Это храм, вот представьте себе, что это храм у нас, Шуанинский храм, который датируется, его строительство 8-9 века. Это очень такой спорный вопрос, но все равно он, представьте себе, как вот голубь, он сидит на этой вершине, на этой горе и смотрит, охраняет все наше село. И, естественно, конечно, вся молодежь нашего села, очень даже большинство из ребят, они все участвуют в сохранении этого исторического и вообще памятника нашего. Потому что это связано с таким высокопочитаемым святым, который охраняет всех их, все наше село, всех охраняет. Нет такого, вот особенно вот эти ребята, они ни одного это самое мероприятия, или субботники, или воскресники, или там строительство этих же ступенек, все, вот это все они благоустраивали своими собственными руками. Так что большое им спасибо. Аминь. И я всегда говорю, что такой молодежи, как в нашем селе, надо поискать. Словно божественный след посреди мощнейшей природы, окутанный тайной, храму пришлось пережить немало событий. Но приятно отмечать, что, судя по легкому, долгому, бесконфликтному соседству осетин и карачаевцев, кавказская солидарность оказалась сильнее национальных и религиозных расприй. Шуанинский храм раскрывает свои двери любому человеку, желающему обратить свой взор Всевышнему. Какое у вас осталось ощущение после того, как вы вот восстановили этот прекрасный храм? Восстанавливать начали наши старшие. Вот, мы продолжили. Вот. Основное, почему мы это делаем, точно по той же причине, что наши старшие сюда, это для нас святое место.
Здесь вот вы сами поймете, вы почувствуете. Отсюда спускаешься, человек уходит вообще в другом... Да. Это невероятно сильное место. Колокол нам подарили Хубуловых, Шарбек, Сельхотова, его сыновья, Сослан и Аслан. Действительно, побеседовав с этими ребятами, мы поняли, что их старшие не зря гордятся своими потомками и благодарны им за их активность. В любую минуту готовы прийти и поддержать. И просто быть рядом. Это неотъемлемая часть их воспитания. Они рады гостям точно так же, как близким родственникам. Ребята, откуда вы приехали? Мы втроем служивцы приехали один с города Иркутска, с Пензы, из Челябинска. Служим в военном следствии в Иркутске. А откуда вы узнали про это место? Проезжали мимо, увидели. Красивое место с трассы, с дороги. То есть случайно даже, да? Да, абсолютно случайно, не знали. И что вы почувствовали, когда наверх поднялись? Ну, надо посетить, посмотреть, виды красивые. В любом случае, это история. Не побывать здесь. Вот, заехали, повернули, не поленились, поднялись. Но в любом случае вы об этом месте кому-то еще расскажете, они тоже заинтересуются. Сюда приезжали, здесь, чтобы не распивали ни на территории, чтобы не было такого. И спускались потом туда. Здесь приносили свои вот 3 пирога, 3 треугольных. Ирон Баганы, да? Ирон Баганы. И шкафто, и потом шли туда. Но это же не близко, да? Нет, нет. Ну, тогда на чем-то, кто на лошадях, кто на чем. А вот кто рядом там живут, они, допустим, молодые принесли здесь, свои пожертвования, хиштарта, подняли туда и там резали барашку, все. И до сих пор она у нас тоже как Фугандон. Буквально вот туда трудно было подняться, но вот недавно мы опять открыли маршрут на машине, и мы уже несколько раз опять там вот это по чуть-чуть возвращаем. Нам предложили подняться выше храма. Не каждый рискнет, конечно, потому что как таковой тропы и нет. Но ради фото на память мы это сделали. Только не пытайтесь повторить. А теперь мне одного. Алина, вот здесь на окраине села, как ты видишь, расположен мемориал, посвященный воинам-остинам и выходцам из селения Алаба, погибшим в Великой Отечественной войне. Ты знаешь, я вот прямо сейчас заметила, что здесь также увековечили память жертвам теракта в Беслане. Ой, да. Несмотря на расстояние, жители Лабы помнят и скорбят о трагедии в Беслане. У Алины есть одно увлечение – машина. И это бесполезно ее отговаривать. Не сесть за руль чужой машины. Посмотри, какой оранжевый джип. Ой, я сейчас остановлю его. Я всю жизнь мечтал на таком прокатиться. Вот всю жизнь я тебе сейчас говорю. прокачусь. Да, не может быть. Да серьезно я тебе да, говорю? как ты? Ну что это? Вот смотри. Оранжевый, а? Здравствуйте. Молодой человек, подвиньтесь, пожалуйста. Алина, а я? Кто остановил, тот и едет. В центре села мы заметили пустующую, открытую спортивную площадку. В современном мире, когда дети и подростки предпочитают свободное время проводить за компьютером и телевизором дома, спортплощадка является альтернативой этому.
Алина, я добрался до самой высокой точки Лабы. Алина! Какая высокая точка? Спустись уже. Блин. Уловки Руслана в спорте не принесли ему никакого успеха в мире скалолазания. И, возможно, если бы наш следующий герой выбрал такой подход к спорту, он бы не достиг таких высот. Знакомьтесь, Черкасов Олег Захарбекович. Не знаю, устану ли я перечислять его достижения, но он – 7-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион России, многократный победитель международных турниров и заслуженный мастер спорта России. Да-да, это все вот этот скромный парень. Глядя на такую молодежь, не страшно за наше будущее. Но, Олег, это не все, надо поддержать свой титул. Ready? Go, Фашиват! Ты тоже давай. Алина, прекрати! Что ты натворила? Это чемпион, 7-кратный чемпион. Давай не покажем эту программу. Как не покажем? Ты карьеру Я ему его испортишь. Что ты выиграла. натворила? А так, что такое? Как, Рустам? Вообще, сегодня у нас очень продуктивный и насыщенный день получился. Но хочется еще больше узнать, ведь времени не так много. Добрый вечер. Здравствуйте. Это что за терминатор у нас тут? Это у вас робот? Здрасте. Вы гулять? Да, решили вот пройтись по полю. Вечером это наш променад такой бывает. Там много людей гуляет. Вы здесь живете? Нет, мы в гости приехали к бабушке. Ну, какие молодцы. Откуда вы приехали? Из Осетии. То-то я думала, откуда-то я вас знаю. Мы что, земляки? Конечно. Мы жили в Норильске и приезжали прямиком из еще снежного мая, приезжали уже в лето. Ну и, соответственно, когда уезжали, обратный процесс был. Здесь было еще лето, а там уже была зима. И какое здесь детство было? Вот оно, наверное, сейчас отличается. Вот сейчас вы видите же местных детей, и ваше детство, и их. Как, я не знаю, я не люблю сравнивать, но, наверное, у всех детство бывает замечательное. Но просто чуть-чуть время поменялось, наверное. Потому что мы, например, могли уйти утром, пасти овец, где-то ходить в горах с бутербродами, с сыром и с арбузом. И потом вечером вернуться. И, в общем-то, никто за нас... Да? Нет, мы тоже работали, мы пасли телят. Вообще-то я, собственно говоря, вышла, чтобы с Муратиком съездить на речку. Он любит слушать истории с детства. Я хотела ему показать те места, где мы купались, баловались. Расскажите нам тоже. Можно напроситься с вами пойти на речку. Да, конечно. В такую жаркую погоду мы не откажемся посмотреть, где же проводит свое время детвора. И, кстати, не только детвора. Целый день было очень жарко. Посмотри, у меня даже руки обгорели. Да? Ты Да. на лицо мое посмотри. Да я вижу, у меня руки некрасиво, вот полосками какими-то. Зато посмотри, какую красоту мы наблюдаем последние несколько часов. Это же просто необыкновенно. Сюда смотри. Вот. Джентльмен. Осторожно, не кидай меня. Ну я же проверить хочу, что за дорога. Опасная, не опасная. А вот здесь я. Оп, оп, вперед. Давай, Алина, давай. смелее. Оп. Ой, я ничего не боюсь, Руслан. Давай. Смелее. Вперед. Ух ты! Посмотри здесь, какая красота. Оп. Как красиво! Какая вода красивая, посмотри. Ничего себе, Руслан! Ты обязательно должен здесь искупаться, однозначно. Конечно, Вообще конечно. без разговоров. И А здесь ты тоже. глубоко? У меня нет сменной одежды. Ага, у меня есть. Для тебя. Ты шутишь? Конечно. Вот смотри. На маечка. это я не рассчитывала.
Действительно, освежиться в местной речке среди таких красот и природных ландшафтов, конечно, стоит этого. И вы, конечно, думаете, что на этом все. Хотя настоящий кавказский человек сказал бы, что это только начало предстоящего застолья. Нам бы не позволили так просто уехать, не поддержав одну из традиций осетин. Когда нас пригласили в это уютное заведение, мы с удовольствием приняли предложение. Кафе «Националь» – это одно из первых осетинских заведений с впечатляющим интерьером и вкусной кухней в Костахи-Тагуровском поселении. Зеленая благоустроенная территория, оформленная в старинном стиле, располагает к прогулкам. Мы разместились нашей дружной компанией на свежем воздухе и, в общем, провели замечательное время в прекрасной атмосфере. Впечатлений, конечно, масса. Находясь в 360 километрах от Владикавказа, мы не почувствовали себя чужими. На соседней земле жители этого населенного пункта делают все для того, чтобы каждый гость, оказавшийся здесь, чувствовал себя как дома. И это у них с легкостью получается. Даже один день, проведенный в окружении такой волшебной природы и добродушных сельчан, несомненно оставит надолго положительные эмоции и захочется вновь вернуться сюда. А я подожду здесь и... Нет. Ready, go! Давай. Что это такое? Больше я сюда не приеду. Вокзал для двоих. Пока.